Зоной особого внимания является деятельность Якутской городской думы. Решения муниципального органа самоуправления городского округа города Якутска являются основополагающими в жизни жителей столицы Якутии. Состоялась 18-я сессия Якутской городской думы под руководством председателя думы Альберта Семенова. В работе сессии приняли участие исполняющий обязанности главы городского округа Георгий Гаврильев, председатель контрольно-счетной палаты города Якутска Виктор Ушницкий, представители прокуратуры, руководители структурных подразделений. Сегодня у нас состоялась 18-я очередная сессия Якутской городской думы, с которой начинается осенне-зимний период нормотворчества. Депутаты рассмотрели 15 вопросов. Основные вопросы повестки сессии касались внесения изменений в такие нормативные правовые акты, как правила землепользования и застройки на территории города Якутска, также вопросы, связанные с благоустройством на территории города Якутска. В преддверии Дня города депутаты присвоили знаки отличия в таких областях нашей экономики, как здравоохранение, образование, финансовой сфере, также за вклад в развитие молодежной политики на территории города Якутска. Также депутаты присвоили почетное звание «Почетный гражданин города Якутска» двум горожанам нашего города. Одним из ключевых вопросов стал проект изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Якутск. Необходимость корректировок связана с приведением действующего муниципального нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. У нас в целом основной документ какой-то, генеральный план или ПЗЗ. Мы должны ПЗЗ под генеральный план или генеральный план под ПЗЗ. Или в каждом случае по-разному. На рассмотрении на постоянной комиссии готовится сравнительная таблица по соответствию генерального плана. Александр Александрович сегодня озвучил, да, что есть такие вопросы, которые рассматривали. Как раз таки эти вопросы по несоответствию генеральному плану. Потому что сегодня соответствие генеральному плану. Генеральный план был принят до этого, он настоящий. Изменения носят технический характер и касаются, в основном, уточнения градостроительных зон по заявлениям жителей и организаций. Большое внимание депутаты уделили вопросу о внесении изменений в правила благоустройства территории города. Конечно же, вопросы благоустройства, вопросы, связанные с правилами строительства на территории города, конечно же, они являются очень такими животрепещущими. Ну и, конечно же, у депутатов возникает в этой сфере очень много вопросов. С докладом выступил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иван Негнюров. Он отметил, что в Якутске все чаще проводятся земляные работы без соблюдения элементарных норм. Строительные материалы складируются на тротуарах и придомовых территориях, отсутствуют ограждения, информационные щиты и сигнальное освещение. А после завершения работ не восстанавливаются элементы благоустройства. По его словам, такие нарушения приводят к повреждению городской инфраструктуры, мешают движению транспорта и повышают риск аварийных ситуаций. В связи с этим предложено ужесточить требования к застройщикам, в частности, ввести возможность приостановления или аннулирования разрешений на проведение земляных работ. Депутаты поддержали эти предложения, отметив, что усиление контроля и повышение ответственности подрядчиков позволит навести порядок в этой сфере. Ставлю на голосование принятие этого проекта решения в целом. Решение принято. В ходе сессии депутаты также рассмотрели вопросы установки и узаконения мемориальных досок. Депутаты сошлись во мнении, что важно сохранять память о достойных жителях столицы, однако необходимо выработать единые критерии для принятия решений об установке памятных знаков, а также вести их учет, поскольку число мемориальных досок в городе с каждым годом растет. Рассмотрен блок вопросов, касающийся присвоения классных чинов муниципальным служащим, а также награждения знаками отличия за заслуги в различных сферах жизни города: здравоохранении, образовании, экономике, молодежной политике. Городские депутаты
приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска» Василию Филипповичу Леваковскому за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с его юбилейной датой, 90-летием, а также Любови Егоровне Летучих за многолетнее добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и большой вклад в развитие судебной системы в Якутске. Разрешите мне от имени Якутской городской думы, от себя лично, сердечно поздравить с Днем города всех наших горожан, гостей столицы, пожелать вам успеха в работе, счастья, воплощения всех планов, хорошего праздничного настроения. Сессия прошла продуктивно, депутаты приняли активное участие в обсуждениях и отметили, что принятые решения будут способствовать дальнейшему развитию городской инфраструктуры, а также сохранению исторической памяти. Все предложения, высказанные в ходе работы сессии, будут рассмотрены и взяты в работу. Столице Якутии исполнилось 393 года в этом году. 1 апреля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ за номером 200 о праздновании 400-летия основания города Якутска. Документ предусматривает, что юбилей столицы Якутии будет отмечаться в 2032 году. Президент рекомендовал органам государственной власти субъектов России и местного самоуправления участвовать в подготовке и проведении празднования. В Музее истории и науки Якутии имени Георгия Башарина состоялся круглый стол к 400-летию Якутска, стратегии изучения и популяризации историко-культурного наследия города. Организаторами мероприятия выступили Музей истории города Якутска и Музей истории и науки Якутии имени Георгия Башарина. Музей наш, как Музей истории города Якутска, я думаю, должен был начать такой разговор. И мы, конечно, с удовольствием поддержали инициативу Музея истории города Якутска о проведении подобного стола. Я думаю, это первое изначальное собрание, чуть ли не, как говорится, стихийное. И хорошо, что его возглавляют именно наши городские музеи, наша городская интеллигенция. И они начали думать, как это лучше провести, и чтобы он был замечательным праздником. За круглым столом собрался широкий круг экспертов в области истории, культуры, археологии, охраны памятников культурного наследия и краеведения. В обсуждении приняли участие видные ученые, исследователи, работники культуры, библиотечной системы и музейного дела, археографы и представители общественности города Якутска. Данное мероприятие «Круглый стол», оно должно задать именно темп с исторической точки зрения развития и исследования, ну и еще должно дать новые мотивы для другого развития, да? Ну, допустим, туристического развития. Наш регион очень интересен не только России, но и вообще по всему миру. И поэтому мы здесь уже должны масштабно готовиться, и вот это вот мероприятие является вот одним из основополагающих. Круглый стол подчеркнул историческую роль Якутска как форпоста на северо-востоке России. Основание Якутска в 1632 году стало отправной точкой вхождения всего Дальнего Востока в состав российского государства. Многие не знали, предполагали, что история российского Дальнего Востока начинается только с середины XIX века, когда приплыл Невельской, там Муравьев-Амурский со своими флотилиями на Амур, и после этого, после заключения Пекинского договора, и Дальний Восток отошел к России. На самом деле, конечно, эта история начинается с Якутска. Именно якутские казаки открыли и Охотское побережье, и Амур. Да, именно Якутск стал форпостом дальнейшего освоения Дальнего Востока, Северо-Востока, Азии, Арктики. И в дальнейшем, начиная с XVIII века, и в Америку продвинулись. Ну и не случайно в том же указе Владимира Владимировича Путина же говорится, что отметить должны также и другие города и регионы, не только Якутск. Потому что, тем самым, я думаю, уже и даже на самом высоком уровне признается значение Якутска
для истории и освоения всего этого региона и присоединения его к России, к российскому государству. Во многом благодаря Якутску, казакам, первопроходцам, всем, кто осваивал, тогда еще в какой-то степени пустынные, на самом деле здесь жили коренные народы, с активной их помощью Россия приобрела свои окончательные границы. Приглашенные выступали один за другим, показывая и рассказывая в различных форматах и направлениях исторические факты города Якутска. На круглом столе выяснилось, что нет даже книги об истории создания города Якутска. На круглом столе выработана резолюция с решениями и рекомендациями. И сегодня тоже прозвучало очень много интересных предложений. И одним, наверное, из основных которых является, что необходимо уже сейчас создать концепцию празднования и общую такую совместными усилиями программу. Резолюция будет направлена в окружную администрацию Якутска, городскую думу, Министерство культуры и Вылтумы, как предложили. Участники круглого стола очень надеются, что резолюция станет основой программы по празднованию 400-летия столицы Якутии. 400-летие празднования города Якутска станет реальной исторической памятью с восстановлением памятников культурного наследия, исторических скверов и улиц города, создание учебных и научных книг, различных выставок и исторических мероприятий, которые пройдут во всех городах Дальнего Востока с признанием города Якутска родоначальником истории Дальнего Востока.